Всех рада приветствовать. Меня зовут Эльвира Хайбуллина. Я являюсь практикующим налоговым консультантом, руководителем аутсорсинговой компании, оказываю бухгалтерское сопровождение, сопровождаю налоговые проверки и помогаю закону перестроить свой бизнес. Сегодня в штабе Топтар я выступала в качестве спикера, рассказывала про тенденции налогового контроля, как перестроить свой бизнес в 2025 году, какие точки контроля есть у налоговой, как увидеть риски в бизнесе по работе с самозанятым, по переездам, по использованию неэффективных, незаконных налоговых схем. И, соответственно, правильно, законно перестроить ваш бизнес. Многие компании сейчас привлекают к работе самозанятых, и хочу сказать тоже, это несет огромные риски, и программный комплекс МАРП НПД выявляет как раз частоту пробития чеков, в адрес которых эти чеки пробиты, и как раз выявляет именно признаки трудовых отношений для того, чтобы найти нарушения, доначислить, а там доначисления идут огромные, это идет НДФЛ 13%, страховые взносы в размере 30%. То есть это такая малая часть, на что нужно обратить внимание, но тем не менее дальше я расскажу, каким образом именно проверять самозанятых, бумажный индекс и так далее, и как нужно перестроить ваш бизнес законно. Далее у налоговой есть программа ВНП отбор, это выездные проверки отбор, которые по 43 критериям анализируют вашу компанию со списком похожих по России компаниям и находят именно в этой цепочке плохие компании, тоже готовят предпроверочный анализ для того, чтобы в дальнейшем провести проверку и доначислить. И также есть программный комплекс АИС налог 3, который, анализируя расходы граждан, может определить доходы. Все мы понимаем, что у нас есть сотрудники, возможно, неофициальные, то есть если, получается, в этой цепочке выявляются, то есть риски тоже доначисления. И как раз тоже я расскажу именно, как проверяют компании по зарплате, как можно перестроить свой бизнес для того, чтобы как раз не привлекать лишнее внимание налоговой инспекции и развивать ваш бизнес законно и без налоговых рисков. Как вы думаете, за счет чего налоговый орган собирает большие доначисления? На самом деле у налоговой инспекции есть такая же воронка продаж, как у обычной компании. И самый верхний уровень воронки продаж как раз показывает именно, как ведется ваша вообще бухгалтерия, как ведется ваша финансово-хозяйственная деятельность, как вы ведете деятельность, с какими контрагентами работаете, какие договора заключаете, какие налоговые схемы применяете, и как ваш бухгалтер сдает отчетность, насколько правильно, зависит результат проверки. Если по итогам сданной декларации налоговые инспекции видят какие-либо нарушения, ошибки, то автоматически по этой воронке следующий уровень – это налоговая инспекция направляет требования. И получается, если приходят требования, то это не просто так. То есть налоговой есть претензии к компании, и задача налоговой – найти нарушение, доначислить, собрать больше информации, доказательств. Обычно приходят требования разных вариантов, либо предоставить пояснения, либо предоставить документы. И, соответственно, от того, какие документы вы дадите, зависит результат проверки. Если налоговой недостаточно сбора текущих документов, информации, то дальше налоговая начинает вызывать на комиссии, на допросы для того, чтобы собрать больше информации и доказательств. Так, на примере проверки самозанятых расскажу. Проверяли одну компанию строительную в прошлом году, которая привлекла за последние 2 года 15 самозанятых. И получается, данную компанию 2 года не трогали, и резко начали запрашивать договора, документы, начали вызывать всех самозанятых на допросы, на комиссии, для того, чтобы больше собрать информации, доказательств. Проблема в том, что данный предприниматель не был оформлен ни одного документа, и, то есть нужно было выстроить грамотную стратегию защиты для того, чтобы налоговая инспекция не доначислила. И вообще в целом разные бывают ситуации. Бывает, когда налоговая инспекция проводит такую воспитательную работу, где вызывает, переговаривается с предпринимателем, ведет переговоры и, соответственно, требует добровольно сдать декларации, заплатить налоги. А бывают ситуации, когда предприниматель
получается, рассказывает о своих нарушениях, повинуется, да, бывают даже такие случаи, когда налоговая говорит, прощаем на первый раз, а в другой раз, если увидим, то доначислим. То есть ситуации вообще бывают разные, зависят от налоговой инспекции, от ситуации, да, но именно на поощрение рассчитывать никогда не следует, всегда нужно вести свою бухгалтерию четко, чтобы у вас не было рисков, либо минимальные, да, риски были, чтобы не привлекать лишнее внимание. И получается, мы данной компании там собрали восстановили огромный пакет документов, договора, чеки, акты, расписали объемы, объекты, да, где они оказывают услуги, подготовили самозанятых к допросу. И в целом, в принципе, у нас успешно прошла проверка, то есть данной компании не доначислили. То есть мы смогли сохранить данной компании более 3 миллионов рублей на налогах. Вот. Однако, если посмотреть судебную практику, бывают разные ситуации. Очень часто вижу, как компанию проверяют и доначисляют. Помимо этого, у налоговой инспекции, помимо программ комплексов, есть, получается, внешние источники и внутренние, из которых она собирает информацию. Налоговая инспекция имеет доступ ко всем банковским счетам, расчетным счетам и анализирует все движения денежных средств, движения по кассе, сопоставляет, там, насколько ведется бизнес законно, да, нету ли серых схем, нету ли черной кассы, да, анализирует доходы, анализирует расходы. И помимо анализа банковской переписки, налоговый имеет доступ к системе ОФД, честный знак, ЕГАИС, Меркурий. Также при какой-либо выездной налоговой проверке налоговая инспекция анализирует внешние ресурсы, это сайты, соцсети, это даже сайт HeadHunter, источники, да. И сейчас, например, для того, чтобы у маркетплейсов найти какие-то нарушения, то есть маркетплейсы уже сейчас сами обмениваются информацией с налоговой, и налоговая, в принципе, все моменты, все личные кабинеты видят и анализируют, есть ли риски дробления, соответственно, анализируют, какие схемы применяет данный предприниматель, закупает ли товар в белую. Многие предприниматели, например, маркетплейсники, они грешат именно переездами в льготные регионы с целью ухода от налогов, вместо уплаты обычной УСН, да, ставки 6% дохода, либо доход минус расход 15%, платят УСН с доходов 1%. И фактически, получается, не проживают в льготном регионе. И сейчас Управление налоговой службы Удмуртской Республики провела семинар для предпринимателей. И по итогам семинара рассказала, как будет проверять бизнес в 2025 году. И будет проверять не только 2024 год, но еще и 2023-2022 года. И находить именно те компании, которые эффективно переехали. В прошлом году к нашим клиентам поступало огромное количество требований со стороны налоговой. Как раз искали те компании, которые незаконно переехали, вычисляли по цифровым следам. То есть у кого, допустим, онлайн-касса зарегистрирована, либо, допустим, кто недвижимость продает в другом регионе, да, через контрагентов, либо сотрудники оформлены из других регионов, либо заказчики, поставщики из других регионов. То есть, анализируя именно цифровые следы, налоговые органы находили нарушения и требовали дать пояснение, предоставить информацию, документы. В прошлом году мы по одному клиенту смогли отбить требования. В этом году еще по одному клиенту пришло требование, где налоговая, получается, проверяла предпринимателя, который прописан в Республике Бурятия, занимается флиппингом, то есть флиппинг – это покупка недвижимости, ремонт и продажа по более дорогой стоимости. В итоге налоговая вычислила, что данный предприниматель, получается, дохода получил в размере 90 миллионов рублей, а сдал декларацию на 26 миллионов рублей. И где-то на разницу больше 60 миллионов рублей налоговый нашел нарушение и требовал сдать уточненку. И помимо этого сразу вычислила, что данная недвижимость, она в Москве, строится, ремонтируется, да, и по цифровым следам, опять же, данному предпринимателю налоговая направила требования с доначислениями. То есть, когда
бизнес вот так строится, да, изначально неправильно, то имеет данный предприниматель колоссальные налоговые риски. И в данной ситуации, вот, прежде чем вот так ехать бездумно в льготный регион, применять льготную ставку, лучше заранее проанализировать вообще свою структуру доходов, расходов. Ведь фактически предпринимателю выгодно было, с учетом того, что он закупает дорогую недвижимость, делает ремонт, он мог бы все расходы подтвердить документально, и ему выгоднее было применять, допустим, доход минус расход платить с прибыли 15%, чем подвергать свой бизнес таким рискам и получать риски до начислений порядка 5 миллионов рублей. Вот. То есть бывают такие плачевные ситуации, когда вообще шансов нету. И, к сожалению, в чем проблема? То, что многих предпринимателей консультируют либо некомпетентные бухгалтера, либо сами предприниматели консультируют. То есть я переехал, давай тоже со мной переедем, да, то есть такие схемы предлагают, а потом, соответственно, ответственность всегда несет сам владелец, сам руководитель бизнеса. И, соответственно, тут надо изначально понимать, да, оценивать риски, советоваться, консультироваться, какая имеется судебная практика. То есть, по сути, в налоговом законодательстве есть множество нюансов, как можно перестроить бизнес законно. Сейчас, например, компании, которые превысили оборот 60 миллионов рублей, становятся плательщиками НДС. Да? Либо по ставке 5%, либо по ставке 20%. И получается, есть именно ряд ниш, которые вообще освобождены от НДС. Да? То есть это общепит, если получается доля доходов более 70% составляет общий оборот до 2 миллиардов рублей. И если данный общепит оформит всех сотрудников по среднеотраслевой, по региону и по виду деятельности, то есть он полностью может освободиться от уплаты НДС и будет платить зарплату в течение 12 месяцев. То есть это законный метод, как не платить, допустим, НДС 5%. Либо, например, ниша строительства частных домов, используя СКРУ-счета. То есть с 1 апреля 2025 года по договорам подряда через СКРУ-счета, то есть компании тоже освобождаются от уплаты НДС. Да? То же самое, допустим, медицинские услуги. Если компания имеет медицинскую лицензию, более 15 персонала имеет, получается, сертификаты, да, медицинские, и более 90% дохода относятся к медицинским услугам, да, то в данном случае компания также освобождается на общей системе от уплаты НДС и налога на прибыль. То есть налог будет равен нулю. Вот. И у нас тоже был кейс, когда предприниматель, основатель стоматологической клиники, он в прошлом году как раз превысил 60 миллионов рублей. И для того, чтобы сэкономить, звонил и советовался, что делать, готов был переехать в льготный регион. Однако, учитывая реальность, да, то есть его можно было законно перевести на общую систему налогообложения, учитывая то, что у него есть все условия, да, подходящие, освободиться от уплаты данных налогов, то есть он мог законно вести деятельность, да, без налоговых рисков. То же самое касается образовательной деятельности. Если там осуществляется образовательная деятельность через некоммерческие организации, данные организации имеют образовательную лицензию. В данном случае компании тоже освобождаются от уплаты НДС и от уплаты налога на прибыль. И более того, именно компании, которые осуществляют образовательную деятельность, могут применять пониженные тарифы страховых взносов. То же самое вот IT-компании, да, которые имеют аккредитацию Минцифров, становятся резидентами, к примеру, Сколково, Иннополиса, и также, если там более 70% доходов относятся к IT-деятельности, то есть очень много ряд можно льгот применять, да, то есть освобождение от уплаты НДС, это получается льготная ставка по налогу на прибыль в размере 5% и льготные тарифы страховых взносов. То же самое, допустим, многие сейчас выплачивают своим сотрудникам зарплату неофициально, и, соответственно, вот одному клиенту буквально на этой неделе мы посчитали, он вот занимается, получается, электромонтажными работами, открыл ООО, получается, на общей системе, то есть работает с юрлицами, с государственными заказчиками,
а ИП открыл тоже по такому же виду деятельности и работает на упрощенке с патентом, и получается работает с физлицами, да. Получается, так как у них один и тот же вид деятельности, используются общие ресурсы, то есть там идет риск дробления бизнеса. И он обратился ко мне, что же делать мне в этом случае. То есть и там вот, когда идет дробление бизнеса, то есть есть два варианта. Либо объединить бизнес, перейти на общую систему налогообложения, и мы посчитали, будет ли это выгодно. И в итоге он получает прибыль, да, чуть меньше, да, чем ожидал. И мы посчитали даже с учетом того, что будет, если он всех сотрудников оформит официально. И так как в 2025 году у нас ставка по налогу на прибыль повысилась с 20 до 25%, то есть, допустим, ему невыгодно снимать деньги дивидендами, чтобы наличкой платить сотрудникам зарплату, те же 13% он, да, заплатит, то есть он может эти же деньги заплатить сотрудникам, да, удержать 13%, и ему также он будет терять 25% на налоги на прибыль. То есть мы посчитали страховой взнос, да, общий, да, там уже у нас в 2025 году сейчас до 1,5 МРОТ страховые взносы начисляются порядка 30%, выше 1,5 МРОТ составляет 15%, то есть это льготная ставка. И получается, если посчитать общий объем зарплаты и процентную ставку, также выходит практически 25%, да, среднее значение. И получается, выгоднее показать в расходах, да, начислить официальную зарплату, чем обналичивать и переплачивать на налоги на прибыль. То есть это всегда нужно считать, анализировать и понимать, да, то есть и многие как раз теряют на налогах то, что не умеют правильно считать, неправильно закладывают сумму, да, либо, допустим, сейчас многие перешли на НДС, платят, допустим, 5%, и своим сотрудникам из KPI тоже учитывают с выручки 5, это же НДС, да, 5%. То есть KPI сотрудникам нужно считать за минусом НДС. То есть так как НДС это косвенный налог, и вы так и так его заплатите. То есть очень много моментов как раз касается финансов, налогов, бухгалтерии, которые нужно заранее рассчитывать, просчитывать и выбирать оптимальную систему налогообложения. Помимо этого, у нас особое внимание уделяет налоговая компаниям, которые продают имущество ниже рыночной стоимости. Например, покупает автомобиль за 2 миллиона, через 3 года она дорожает, рыночная стоимость, к примеру, 3 миллиона стоит, а продают за 500 тысяч. То есть, имея какую-либо оценку фиктивную, да, есть вот риски, реальные риски, судебная практика, да, где доначисляют. То есть, и в данном случае, когда берете автомобиль, всегда нужно быть готовым, если вы будете продавать, то есть вы обязаны будете платить налог с продаж. Это НДС, да, если вы на общей системе, и налог с прибыли. Далее, огромные риски имеют компании, которые перечисляют огромные суммы подотчетных средств, заемных средств, и эти суммы не возвращают. В прошлом году удалось сопровождать одну выездную проверку, где один предприниматель в течение 3 лет регулярно по 50 миллионов снимал на подотчет, общий подотчет накопил на 150 миллионов и заемные средства на 100 миллионов рублей. Более того, еще у него был бумажный НДС, тоже на 190 миллионов, и риски доначисления, да, у него составило порядка 100 миллионов рублей. То есть вот эта неосознанность, необдуманность ведет к плачевным последствиям. То есть он ведет бизнес, думает, что он зарабатывает, а фактически, используя неэффективную налоговую схему, да, он рискует. И даже вот инвесторы, которые дают денежные средства, да, они всегда оценивают, стоит ли в эту компанию вкладываться, какие несет эта компания налоговые риски, и снижает сумму инвестиций на налоговые риски, да. То есть это тоже нужно учитывать. То есть изначально нужно выстраивать деятельность закона, чтобы ваши сделки были экономически обоснованы, документально подтверждены. То есть вы работаете с реальными, нормальными контрагентами. То есть изначально правильно нужно бизнес-модель строить и бизнес-процессы так, чтобы вы в этой финмодели зарабатывали. То есть реально у нас есть клиенты, которые белую ведут работу и зарабатывают, и его развивают спокойно. Вот. А те, кто несет колоссальные риски, применяет какие-то схемы, то есть это всегда вопрос времени, когда проверят. Одно дело, да, есть консультанты, которые могут спасти, да, но и не всегда. То есть всегда
когда приходит налоговая проверка, консультанты говорят, то есть, ну, есть шансы, нету, и к чему готовиться. И даже вот, если проанализировать дело, например, Елены Блиновской и Лерчик, то мы видим то, что Елена Блиновская там сидит, да, до сих пор, а Лерчик там осознала, что, да, она неправильно действовала и заплатила налоги, ее освободили, да. То есть, как бы, изначально нужно правильно выстраивать свою стратегию, не только работы, но еще и защиты, да. И в целом в бизнесе выживает не самый умный, сильный, а тот, кто быстрее приспосабливается к обстоятельствам, перестраивает свой бизнес законно, учитывая нюансы, да, в законодательстве, и, соответственно, развивает свой бизнес тем менее законы и не имеет претензий со стороны налоговых органов. Получается, до 60 миллионов, если годовой оборот составляет бизнес, и налоговый не интересуется бизнесом? Может. Даже вот проверяют от мала до велика. У нас даже был один кейс, один предприниматель, у него выручка была 3 миллиона в месяц, и он умудрился эти 3 миллиона, вот это у него ООшка была, полностью обналичить, привлекать самозанятых. И то есть он, получается, от 3 миллионов рублей получил до начислений порядка 1,5 миллиона рублей. Ну, это ложка на общей системе была? Это на упрощенке, он просто деньги, которые поступали, обналичивал. Проверяют вообще любые компании. Даже вот говорят самозанятые, если там у вас 10, там больше 10 самозанятых, вы платите там регулярно, постоянно там более 30 тысяч в месяц, якобы вопрос, ну, не будет тем, кто меньше, да, по количеству. Это не так. В моей практике проверяли компанию, у которого и 1 самозанятый, и 3, и 5, и разные бывают ситуации. То есть есть ситуации, где можно действительно обосновать, что да, тут можно привлекать самозанятых, а есть где вот нельзя. То есть все от ситуации зависит. Вопрос такой. ИП без сотрудников на УСН, когда оплачиваем авансовый бюджет заранее, раньше делалась скидка 1%. Если компенсация до 1%, куда она пропала? Вы имеете в виду 1% свыше 300 тысяч, который уменьшает? Да? То есть было 6%? Ага. Он никуда не делся. Смотрите, УСН вы также уменьшаете на уплаченные фиксированные взносы на 1% свыше 300 тысяч. А НДС это уже другой налог, это косвенный, она идет выше как бы НДС. То есть, к примеру, если вы, например, на 100 миллионов продаете, то есть 5% НДС, представим, что это 5 миллионов рублей, то есть вы 5 миллионов так и так заплатите, да, а УСН будете считать за 95 миллионов. Из 95,6% отчитываете, вы вычитаете уплаченные фиксированные взносы. Вопрос о рекламе, получается, самозанятых, ИП в соцсетях. Ну, насколько я знаю, по реклама теперь подлежит обязательной маркировке, то есть, если вы заметите, те, кто рекламирует, там указывает ЕРИТ и код, да, то есть это как бы обязательное условие, и, в принципе, то есть в случае там, проверки могут реально доначислить. То есть, а проверить могут, как бы, допустим, ваши конкуренты могут подать жалобу, и в основном по жалобам очень активно доначисляют. Вот, то есть, когда идет реклама, желательно все правильно изначально настроить и указывать эти коды, вот как полагается. То есть они приобретаются, да? Да, то есть это через специальную систему идет регистрация. Вопрос первый. По самозанятым сколько человек можно, допустим, в компании, там 3 официально работают человека, и сколько я могу брать самозанятых? Вот первый вопрос. И второй вопрос по МРОТам. Допустим, вы говорили, что если 1,5 МРОТ, то можно платить меньше процентную ставку, то есть по страховым 25%. У всех по-разному бывает. То есть если варьируется. Условно 25 тысяч, ну, правильно? Да. Мы платим условно там 40 тысяч, 50 тысяч. Там, смотрите, получается 1,5 МРОТ, это будет порядка 33 тысяч. С 33 тысяч платится страховой взнос 30%, а выше 33 тысяч платится 15%. Вот я хочу сэкономить. Можно ли сэкономить, там, платить побольше официальную зарплату? Да, можно, конечно. Вот, допустим, поставить оклад 40 тысяч, 50 тысяч стоит. Значит, я могу платить меньше. Да. Я просто про это первый раз услышал. То есть... И еще получается, возможно, ваш бухгалтер, она и правильно считает, надо это проверить. Те, кто прошарены в этом вопросе, они, получается, анализируют вообще, перед тем, как заключать договор, проверяют самозанятого. Нужно, чтобы самозанятый был зарегистрирован задолго до того, как вы его привлекли. Данный самозанятый должен
сотрудничать не только с вами, оказывать услуги другим клиентам, контрагентам. То есть он на постоянку у тебя не должен работать? Да, на постоянку нет. То есть в договоре должен быть прописан четко именно какой объем работы оказывает данный самозанятый. То есть А можно вопрос? акцент Они говорят, самозанятые, никакого договора с нами не нужно делать. надо делать. Когда идет налоговая проверка, всегда налоговые органы запрашивают договора. И есть вообще в целом даже такие сервисы, где можно регистрировать договора, акты, чеки, то есть там все в один пакет собирается. То есть это документооборот с самозанятыми и На чеки. 1 месяц. Там не то, что 1 месяц, вообще, вот, допустим, вы в этом специальном сервисе зарегистрировались, там зарегистрировался ваш самозанятый, вы, получается, подписали по ЭДО договор, он в этом сервисе сохранился. Занятого не будет ЭДО. Это очень простой сервис, там не нужен ЭДО, там просто это как бы, ЭДО как бы это формально, а по факту это просто очень легко подписывается там, либо смс-кой, либо еще как-то. Давайте поаплодируем Эльвире. Благодарю за приглашение на данное мероприятие. Желаю штабу татар развития, чтобы всегда объединял татар по всему миру, по всей России. И, соответственно, буду рада быть гостем на последующих мероприятиях.